Башкортостан стал одним из 4 пилотных регионов России, где стартовала школа фермера. Это совместный проект Министерства сельского хозяйства России, Россельхозбанка и аграрных университетов страны. Обсудим детали прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня с нами Рамиль Мирсаяпов, директор Института дополнительного профессионального образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, презентация уже состоялась в режиме телемоста с Москвой, Подмосковьем, Ставрополем, Новосибирском и нашей республикой. Это вот те пилотные регионы как раз, да? Почему, как вы считаете, выбрана была республика? Да, действительно, как уже вы отметили, 1 сентября на базе Башкирского государственного аграрного университета стартовал пилотный образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера». Действительно выбраны 4 региона. Это Московская область, Новосибирская область, Ставропольский край и Республика Башкортостан. Я думаю, почему Россельхозбанк выбрал эти регионы, наверное, потому что в этих регионах, во-первых, развиты все условия для успешного развития фермерства, да, и есть все предпосылки для этого. И во-вторых, что вот я, к примеру, только про наш вуз скажу, что Башкирский государственный аграрный университет является лидирующим вузом Минсельхоза России и занимает первое место по Приволжскому федеральному округу. Думаю, что вот это тоже поспособствовало открытию выбором пилотным проектом нашей республики. Мы знаем, что 30 слушателей школы фермеров в Башкортостане уже есть, но при этом заявок было гораздо больше, в 3 раза. Каким образом определялись победители и на будущее кто может стать слушателем? Да, совместно с Министерством сельского хозяйства, Россельхозбанком и Аграрным университетом была подготовлена программа положения о школе фермера. Избирались по количеству набранных баллов 30 слушателей из числа заявленных. В этом году было более 100 заявок. Они все представили свои проекты на защиту перед экспертами Министерства сельского хозяйства, Аграрного университета, Россельхозбанка. Они все представили свои работы и по количеству набранных баллов выбрали 30 лучших проектов, и они получили направление, сертификаты на бесплатное обучение в рамках Аграрного университета в той лаборатории, аудитории, которую создал Россельхозбанк. Это своего рода мини-офис Россельхозбанка, где, вот вы сказали, в режиме телемоста как раз таки возможности этой аудитории были там продемонстрированы. Сегодня век цифровизации, дистанционного формата, поэтому все эти возможности в этой аудитории были продемонстрированы лучшим образом. Рамиль Рубисович, мы знаем, что 3 участника этого проекта – это Россельхозбанк, Министерство сельского хозяйства России, ну и вот в Башкортостане в частности, и в том числе Аграрный университет. Какие интересы преследует каждый из 3 этих сторон? Что дает это для них? Ну, каждому, наверное, дает толчок, нам дает возможность реализовать свои силы и возможности, да, Аграрному университету. У нас есть все условия, есть высококвалифицированный профессорский преподавательский состав. Во-первых, у нас еще раз совместная работа ведется и с Министерством сельского хозяйства нашей республики, и с Россельхозбанком. Общее, наверное, направление, общая цель всех наших вот 3, которых вот объединяет, да, это развитие фермерского движения нашей республики, чтобы наши слушатели могли получить те компетенции, которых им не хватает. Вот эта программа, весь учебно-тематический план разработан совместными усилиями по пожеланию самих фермеров. Даем те компетенции, которым их сегодня не хватает. Ну вот я знаю, что 252 часа это длится весь курс, да, там Да. и теория, и практика. Расскажите поподробнее, что получают ученики школы фермера? Программа профессиональной переподготовки на самом деле рассчитана на 252 часа. Она, если ориентироваться по времени, длится 2 месяца. Он состоит из 2 модулей, из 2 частей. В первом блоке они обучают общие вопросы, вот, например, как открыть фермерское хозяйство, как его зарегистрировать, как вести бухгалтерский учет, как вести финансово грамотно все эти моменты, да? И как, например, дальше продвигать свою продукцию на рынке. А во второй части уже они проходят специализированное обучение. Группа будет делиться на 2 подгруппы. Одна подгруппа будет обучаться ремесленному сыроделию, а вторая подгруппа будет обучаться навыкам производства
мясных полуфабрикатов, мясной продукции. И какая база есть вот по этим двум направлениям? По этим двум направлениям на самом деле очень хорошая база. В республике единственная школа сыроделов имеется в Башкирском аграрном университете. Она создана при помощи также Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и Давлеканского молочного комбината. В этом году мы буквально запустили также лабораторию по переработке мяса. Вчера мы могли слушателям продемонстрировать весь процесс производства сыра, производства мясопродуктов, и они смогли их продегустировать. И основная задача наша состоит в том, чтобы наши слушатели могли своими руками все это произвести и продегустировать и дать оценку. Насколько это сложно вообще? Ну, это не сложно. Вот даже вот, которые наши слушатели есть, из них действующие фермера, они могут привезти свое молоко, проверить это молоко на сыропригодность. Можно ли из молока ихнего сделать сыр, например. Не все молоко годится для производства сыра. Поэтому есть особые требования, и надеюсь, они смогут обо всем узнать на наших курсах. Ну и так называемые интеграторы есть, это то есть опытные фермеры, которые готовы поделиться своим опытом. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Да, вот еще не закончил, вот теоретическую часть сказал, да, а практически часть будет состоять еще из стажировки. Во время учебы месяц они посвятят практической подготовке, стажировки на определенных фермерских хозяйствах, агропромышленных предприятиях, которые нам рекомендовал наш Министерство сельского хозяйства, как бы является базовым предприятием для прохождения стажировок. Также во время курса будут участвовать и специалисты Россельхозбанка об особенностях, будут рассказывать и специалисты Министерства сельского хозяйства, например, о федеральных, региональных проектах по поддержке сельхозтоваропроизводителей Республики Башкортостан. Ну что касается интеграторов, кто эти опытные фермеры? Опытные фермеры, это, например, если перечислять, то это кооператив сельскохозяйственный «Байский стол», Кариманини групп, да, братья Аминева, Шишминский район, потом вот у нас Джуман Али есть фермер, дальше есть у нас Бураевский фермер, очень много таких предприятий. А почему это им интересно? По сути, ведь они будут выращивать конкурентов и себе в том числе. Нет, у нас на сегодняшний день, вот как Ильшат Ильдус отметил, не хватает фермерской продукции, спрос очень большой. В этом году он особо был ощутим, потому что народ требует, именно башкирскую продукцию требует. Продукцию, произведенную в Республике Башкортостан, она, в принципе, экологически чистая, и не хватает сегодня, конкуренции не будет. Наоборот, я думаю, вот эта кооперация создаст те условия и даст толчок дальнейшему развитию агропромышленного комплекса нашей республики. Начинающий фермер или все-таки фермер, уже у которого есть какой-то опыт, может стать слушателем школы фермера? Сегодня ограничений нету, как начинающий фермер, так и уже состоявшийся фермер могут стать участниками школы фермеров. Сегодня из наших 30 участников где-то 90% это начинающие фермеры, да? Может быть, кто-то ЛПХ, у кого-то еще фермерского хозяйства нет, а 10% уже состоявшиеся фермеры, которые сегодня реально работают, имеют свои магазины республики и также в городе Уфе. Поэтому я считаю, им почему они не пришли к нам на учебу, да? Им, наверное, не хватает некоторых компетенций в отрасли сельского хозяйства. В основном те фермеры, которые не имеют аграрного образования, пришли на эти курсы, уже состоявшиеся. На платной или бесплатной основе проводится обучение? Для слушателей обучение совершенно бесплатное. Обучение на себя все берет Россельхозбанк, поэтому для них это бесплатное. И какие нужно сдать экзамены для того, чтобы пройти конкурс? Ведь конкурс действительно большой. Да, по положению конкурса они проходили, они каждый представили свое эссе, реферат в виде проектов мультимедийных, выставили, защищали свои проекты, в принципе, рассказали о себе, что они хотят, какой бы они бизнес хотели развить. Вот этот проект они защищали. Вот я точно знаю, что одна из слушательниц это женщина, которая ушла в декрет, при этом переехала в деревню и завела там у себя козью ферму мини. И вот она планирует делать сыры. Кстати, Да. Нашим интегратором также является еще башкирская коза, да, вот, которые вот, сыры делают. Есть, например, бураевский фермер.
Он сегодня состоявшийся фермер, у него есть КРС, поголовье есть переработка мяса, есть магазины. Вот, например, кого я пока знаю. Ну и первый ожидаемый эффект, когда планируете получить? Вот 2020 год, осенью у нас уже завершится обучение первого курса, да? Когда Да. можно? Ну, мы учебный процесс построили так, что сейчас мы их собрали на 10 дней, общий теоретически сейчас изучают, потом уходят на дистанционный формат обучения и приезжают уже на вторую сессию на вот как раз по разделам, по модулям. Кто-то по сырам, кто-то по мясу. И в дальнейшем работа будет завершаться итоговой выпускной работой в виде готовых бизнес-планов, каждый по своему проекту. Их, естественно, будут сопровождать консультанты, эксперты Министерства сельского хозяйства, Россельхозбанка, Аграрного университета. И свой проект они будут защищать перед представителями, перед экспертами Минсельхоза, Аграрного университета и Россельхозбанка. В дальнейшем, надеюсь, они смогут вот этот свой проект использовать при получении грантов. Вот, например, сегодня у нас есть гранты агростартап, начинающий фермер, семейные фермы. И с этой целью как раз таки запущена вот эта работа. И когда следующий прием заявок? Ну, не будем торопиться. Когда вот открывали школу фермеров, было отмечено, что эта работа будет продолжаться и на следующий год также в летний период, надеюсь, будет запущен прием заявок на следующую школу фермера. Спасибо большое, Рамиль Рубисович. Я напомню, что это была программа интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения. Мы обсуждали запуск школы фермеров в Башкортостане. И сегодня с нами был Рамиль Мирсаяпов, директор Института дополнительного профессионального образования. Оставайтесь на БСТ.